Şırkalsın en oranım Şöyükке saklagana Her daim ел үшін жеңіс пенен намысым асқақ арым Елім деп мақтанамын Желбіреп көк туым Şırkalsın en oranım Şöyükке saklagana Her daim ел үшін жеңіс пенен намысым асқақ арым Под голубым флагом Сила и отвага И до победного гонга Осталось недолго Елім деп мақтанамын Желбіреп көк туым Шырқалсын ән ұраным Жүрекке сақтағана Әрдайым ел үшін жеңіс пенен намысым асқақ арым Я горжусь своей страной Волки одни из лучших, одни из самых бьющих И она сбежать земной Знает, Казахстан позиции не сдает и не отступает Я за Булата и в огонь, и в воду. Ясно? Надеюсь, и он за меня тоже. Где большие деньги, там и сила, чтобы защитить их. А денег у нас очень много. Теперь я у вас командир части. И мои приказы не обсуждаются. Тебе понятно? Так точно. Многого ты еще не видел в жизни. А вот. Нет, ну как это со связисткой? А где жена? А куда жена смотрела-то? А куда мы все женщины смотрим? На плиту да в окно. Вообще, вот я хочу сказать, да, вот он мутный человек, вообще его гнать надо. Ладно, остынь, говорю. Навидался я таких принципиальных. А вы неплохо стреляете для тыловой части. Чего ж вы боялись-то? А кто вам сказал, что я чего-то боялся? Я ничего не боюсь. Просто я считаю, что в нашей части есть проблемы поважнее. Это какие, например? А вот это уже вы скажите, какие у нас проблемы и как их решать. А мы ваши приказания выполним. Зря вы так со мной. Нам еще служить и служить, а вы все ершитесь. Это вы верно подметили. Нам еще служить и служить. Но под вашим командованием, боюсь, недолго. Вы ведь к нам отсидеться приехали. Грозу переждать. А вот это вот, майор, совсем не ваше дело. Вы лучше солдат воспитывайте. А не то я с вами на другом языке буду говорить. А вот пугать меня не нужно. Я вам не шантропа какая-нибудь. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Решите продолжать? Продолжайте. Ну вот и поговорили. Господин гвардии майор. Не сейчас.
Кажется, я не давал разрешения входить. А мне кажется, вам вновь нужна моя помощь. А, это вы. Присаживайтесь. Вы кого-то избили? Вы про это? Да нет, это я так, по груше потренировался. И кажется, она дала вам сдачу. Вы прошли мимо меня сейчас сам не свой. Ну, на это были совсем другие причины. Вот именно об этих причинах я бы и хотела узнать. Не волнуйтесь, дальше этого кабинета этот разговор не выйдет. Знаете, Ольга, мне кажется, я догадываюсь, кто за всем этим стоит. И я хочу с этим быстро покончить. Он почти у меня на крючке. И даже пугать меня вздумал. Но ничего, теперь он от меня не уйдет. И вот в этом я могу вам помочь. Пожалуй, мне больше некому доверять в этой части. Поэтому мне нужна ваша поддержка. Итак, кто вас интересует? Мой замполит. Панов? Интересно. Вы сказали прежде всего, то есть еще какие-то люди? Ну и так, на всякий случай. Начальник штаба и Тулигин. Но, прежде всего, Панов. Договорились. Только, пожалуйста, давайте условимся. Без необдуманных действий, потому что с вашим характером это недопустимо. И, кстати, перестаньте избивать бедную грушу. Ну или хотя бы надевайте перчатки. Я тогда в кафе в городе работала, а часть Тюльгина была в 15 километров от города. Так он ко мне каждый день бегал с полевыми цветами. Смешной такой был. Кожа до кости, щупленький лейтенантишка. Но как он играл на гитаре, как он мне пел песни, как сейчас вспомню. Ах, какая женщина, какая женщина. Романтика. О чем это я? Ах, да, придет ко мне, сядет и только чай заказывает. Ну, денег не было, видимо, тогда. Ой, и мне его так жалко стало. Я его и стала потихонечку подкармливать. Правильно. То котлетками там, то пельмешки ему подкладу. А он что? такой гордый, не стал есть. Да? Да, я ему сказала, не будешь есть, больше не приходи ко мне. Правильно. Ну и стал поправляться, хорошенький такой стал. А потом его в другую часть перевели. Да вы что? А что? А я вслед за ним поехала. Ну да ладно ли я? Чтобы все о нас да о нас. Вы о себе расскажите, как вы-то с Булатом познакомились? Ой, да у нас все просто. Пришел один раз ко мне в салон подстричься. Вот в салон, где я работала-то. Ой, и сразу в тот же день сделал мне предложение. Да что вы? Да, прям в тот же день. Вот я, честно говоря, только из-за его смелости и согласилась. Ну, вы знаете, это свойственно вашему Булату. Он у вас такой Да, брутальный, серьезный. Да. Ой, Лариса, знаете, мне вот иногда так хочется, вот, чтобы он не был таким серьезным, вот знаете. Хочется... Да ладно, неважно, что мне уже хочется-то. Кстати, Алия, мне надо с вами очень серьезно поговорить. А что такое? Вы, пожалуйста, присядьте. А в чем дело? У нас к вам коллективная просьба от всех наших девчонок. Ой, не знаю, с чего даже начать. Нет, Лариса, а что случилось? Я не поняла. Вы знаете, вы поговорите со своим Булатом. Это ни в какие рамки больше не лезет. Вы знаете, он наших мужиков так гоняет. Каждый день долг родине отдают. А домой приходят, на супружеский долг сил не хватает. Лариса, вы об этом? Ну, судя по вам, Тулигин у вас крепкий. Его на оба долго хватает, а? Да не говорите. Слава богу, не жалуемся. Все хорошо. Ну ладно, я поговорю.
Не забудьте, Стараюсь. пожалуйста, обязательно. Хорошо, ага. Поговорю. Ну вот и все, Ларис. Ой, Угу. какая красота! Слушайте, Алия, у вас прям золотые руки. Как я вам благодарна. Ой, пойду в часть, все мужики от меня штабелями попадают. Ой, спасибо вам большое. До свидания. Не за что, приходите. Эх, держись, мужики! Нурпеисов! Нурпеисов! Что улыбаешься? Она мне ответила. Что ответила? Ну помнишь, ты стихи писал? Кстати, спасибо. Да, не за что. Только она еще хочет. Что хочет? Ну стихи. А, Помоги, братан. ну давай, пиши. Ручка есть? Сейчас, подожди. Крошка моя, Ага. я по тебе скучаю. Ага. Я от тебя письма не получаю. Ага. Ты далеко и даже не скучаешь. Ты далеко? Правильно пишешь? Но я вернусь, и ты узнаешь. Ого. Военная литература? Руки вверх. Тфу. Группа «Руки вверх». Рахмет. Что-то я не понял. Ты же вчера только заправился. А что тут непонятного? Мне сказали заправиться и отвезти по адресу. Я и делаю. Вот путевка. Все как положено. Ты ее еще на экспертизу сдай. Проблем захотел? Заправляй давай. Или мне позвонить кое-кому? На, я подписывал. Маған бәрі бер. Зай-зай. О, так-то лучше. Че сел? Давай заправляй. Алиюш, я не поняла. У вас что, дома какие-то семейные проблемы, что ли? Нет, почему вы так решили? Кто вам сказал? Все хорошо. Да никто не говорил. Просто твой муж в последнее время на работе совсем разбушевался. Всем судом угрожает, камеры везде понатыкал. А здесь давно сложившиеся порядки. А он со своей правдой в чужом огороде может и в капкан угодить. Не, ну, Алиюш, ну, честное слово, ну я же вам добра желаю. Здесь люди разные живут. Есть такие, как мы, есть совсем другие. Ну, ты поговорила бы с ним, а? Ну, приласкала бы его там. Он, глядишь, бы и успокоился. Да. Может, это он из-за Алибека на подчиненных срываться начал, да? А что с Альбеком? А, да нет, ничего. Ну, спорят иногда, мужчины же. Ой, эти мужики. Мой тоже, если с работы пришел, уставший, без настроения, все. Без тарелки, без шпармака и улыбки к нему вообще можно не подходить. А потом сиди и слушай, сиди и слушай. Эх, тяжела наша женская доля. Да. Кстати, Алибек сейчас чем занимается? Алибек в городской спортзал начал ходить, глядишь, за ум взялся. А там мы его и в армию пристроим. А что это он в городской спортзал ходит? Здесь же в части тоже есть. Ездить никуда не надо, рядом.
Ну, он говорит, что там люди попроще. Да и кажется, он уже с кем-то познакомился. По-моему, с девушкой. Потому что так долго всегда собирается. Дай-то Бог, чтобы девушка познакомилась. Что вы сказали, Розия? Да я говорю, дай-то Бог, чтобы девушка хорошая была. А, ну да, дай Бог. Альюш, ну, прошу же, я вот такой высокий начес мне не нужно делать. Ну, не идет мне. Опусти немножко, пожалуйста. Там-та-да-та-да-та-та. Там. Там-та-да-там-там. Ти-да-да-там. Ай, блядь. Сон нарушен. На-на-на. Ай, на-на-на-на-на. Там тушенка. Тут тушенка. Тут тушенка. Там-та-да-да-да-да-там. Тут тушенка. Най-на-най-най. Най-на-най-на-най. Лариса Николаевна! Лариса Николаевна! Что ты орешь? Что там случилось? Кажется, не свежая. Что там у тебя воняет? Тушенка. Что с ней? Не знаю, воняет. Срок годности, что ли, пропал? Ну? Ну, конечно, месяц назад просроченный. Дай мне вилку. Это все из одной партии? Да. Месяц назад привезли. Ну, ничего страшного. Прокипятим, чеснока побольше добавим. Никто и не узнает. Правда, мы-то ее на полгода набрали. Чем потом будем кормить? Ну да ладно, ты давай, работай. Ничего страшного. Чтоб никто об этом не узнал. И ничего не будет. Наверное. Добрый день, господин гвардии-майор. Похоже, оно не очень-то и доброе. Что случилось? Да ничего серьезного. Вот человек 5 положили, еще 10 человек жаловались на живот. Ну, у них обошлось полегче. Похоже, кухня продукты некачественные получила. Вот и результат. А как же остальные? Если все ели одно и то же, они тоже сюда попадут? Не факт. Кто-то может проще перенести. Понос там или рвота. А может и этого не будет. Кто покрепче, тот легче переносит. Да, ситуация неприятная. Разберемся. Всего доброго. До свидания, господин гвардии-майор. Что тут у вас с продуктами? Почему на срок годности не посмотрели? Не знаю, Булат Серикович. Вы знаете, вот снабженец.
всегда к нам продукты доставляет. Такое впервые. Ну, я продукты закупаю на местном рынке, всегда в одном месте. А, вот вчера был продавец другой. Но я же привык, что все в порядке, и не проверил. Вот ты не проверил, а у нас полный лазарет отравленных бойцов. Под суд захотели? Вы знаете, Булат Серикович, это, наверное, Тима. Как его? Тима Черный. Да. Тима Черный. Да. Вот все, что с ним связано, это сплошной криминал. Правда. Что там еще за Тима Черный? Типа местный криминал, что ли? Ну да, он за всем смотрит. Смотрящие. Да. К нему даже полицейские не суются. А еще мне недавно такой сон приснился. Кобра. Черная, еще и говорящая. Стоп. Какая еще кобра? Ах. Вы мне про Тиму Черного? Да. Вы знаете, была такая история с ним. Его за наркотики взяли, но через 2 дня отпустили. Улик у них не хватило, видите ли. Всех начальников поснимали. Это ж как годится, куда? Это же не просто так. Это мы еще посмотрим. Но если это он, я ему лично башку оторву. За Тимой очень серьезные люди стоят. А потом и посмотрим, что за серьезные люди. Мы тоже не пальцем деланы. Но если это вы... Булат Серикович, Что еще? тут еще маленькая проблемка. Вы знаете, мы ведь тушенки на полгода набрали. Слушай, есть сестра? У меня? У нее. Ого. Ну, у девушки твоей. А, есть 2. Да ты что? Познакомишь? Тебе зачем? Как зачем? Общаться? Так, одна замужем, а второй 13. А может, подруга есть? У кого? Ну, у нее. У сестры? Да нет, у девушки твоей. А, есть. Красивая. Да ты что? Познакомишь? Так она в Ахтау живет. Тут ты, Ахмед Шариф. А может, твоей сказать, что я стихи пишу? Завязывай. Да ладно, я шучу. Шутит. Смирно. Господин майор, рядовой Нурписов. Рядовой Ахмед Шариф. Вольно. Заправиться. Почему не на занятиях? Нас это освободили. Освободили? Кто командир роты? Командир роты лейтенант Елюбаев. Елюбаев? Так точно. Настоящий устав определяет основные положения внутреннего порядка, общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними. Слышь, больше ничего не мог придумать, Елюбаев? Я реально растерялся. Кто думал, что вблизи он окажется намного больше, чем мы представляли? Вот и ляпнул. Читай давай. Обязанности должностных лиц, не указанных в настоящем уставе, определяются соответствующим инструкциям. Вам не кажется, что это задача из области фантастики? Если мы ограничим и без того урезанную свободу нашим солдатам, они ведь могут и взбунтоваться. Это всего лишь маленькое пищевое отравление. Здесь дело нечисто. Это и так очевидно. Слухи разные ходят. Говорят, что командир наш новый. Не случайно здесь у нас. Давай поговорим. А что случилось-то? Да, в части переворот происходит. Мне еще тут про какого-то Тиму Черного напели. Это тебе трудно будет. Ты что, рамсы попутал, пацан? Тима Черный – это местный Робин Гуд. Он слабых не трогает и даже работу дает. Но вот у государства и у тех, кто побогаче, всегда рад кусочек откусить. Теперь у нас все будет под контролем.
Сказал поставить видеонаблюдение. Патроны и гильзы теперь считать будем. Знаю, как вы, мне он нравится. А что будет, то будет. Посмотрим. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Елім деп мақтанамын. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын асқақ арым. Под голубым флагом сила и отвага, и до победного гонга осталось недолго. Елім деп мақтанамын. Желбіреп көктем, шырқалсын ән ұраным, жүрекке сақтағана. Әрдайым ел үшін жеңіспенен намысын